один в Алдане и один впервые у нас появился в Нерюнгринском районе. Все вот выявленные случаи, они уже ранее прогнозировавшиеся. По Якутску это член семьи ранее заболевшего, а также человек, который прилетел из Москвы, житель республики, но с самого приезда, находившийся на самоизоляции. По Нерюнгри также жительница Нерюнгри с самого приезда тоже находилась на самоизоляции, была под контролем. И по Алдану это также работник обсерватора, который с самого первого дня находился в контакте с больными и к сожалению, сейчас заболел. По другим территориям без изменений. Состояние больных у нас в целом нормальное, удовлетворительное. Вместе с тем по городу Якутску 2 у нас человека находятся в тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ. Врачи борются за их жизнь. По Сунтарскому улусу после того, как в Ахтовом поселке у нас 10 подтвержденных случаев болезни, по представлению главного санитарного врача республики, по просьбе улуса, мною принято решение именно на территории этого отдельно взятого Вахтового поселка, недалеко от села Кутана, ввести режим карантина по 30 апреля. Он сейчас уже соблюдается. Въезд и выезд закрыт, охраняется поселок уже силами органов внутренних дел. По остальным направлениям без особых изменений. Хочу подчеркнуть, что по Чаяндинскому месторождению все анализы отобраны. Сейчас самолет вылетел обратно и будут в лабораториях Москвы, Санкт-Петербурга почти 10 тысяч анализов за несколько дней сделаны, и мы к выходным получим полную картину по данной по ситуации на Чаяндинском месторождении. Что касается обеспечения наших медицинских учреждений, последние дни достаточно много вопросов поступает. Хочу сказать, что мы один из тех регионов России, которые полностью сейчас выполнили план по развертыванию коек. Более того, мы сейчас дополнительно в связи с обострением ситуации по Алдану, по Ленску, также там дополнительные койки уже развернули. Поэтому в этой части никаких у нас вопросов нет. Та ситуация, которая была с запаздыванием по освоению федеральных средств, она тоже решена. Все согласования были проведены с федеральными органами, и оплата также уже проведена. Более того, сейчас, благодаря решениям президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, в республику поступили еще дополнительные средства, 383 миллиона рублей, опять же, на оснащение медицинских наших учреждений дополнительным оборудованием для решения первоочередных задач по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также этот перечень уже согласован, в том числе с Министерством здравоохранения, и уже в эти дни будет полностью сделана контрактация. Поступают уже средства федеральные, в том числе на выплату тем медикам, которые работают именно передовой, борются с коронавирусной инфекцией. Всего таких медиков у нас в республике свыше 200 человек. Они все тоже до конца апреля месяца получат и республиканские выплаты, которые уже начались, и федеральные выплаты после соответствующих оформления документов уже непосредственно в учреждениях здравоохранения. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 23 апреля. Оставайтесь с нами. Внимание, уважаемые якутяне, сограждане! Каждый день увеличивается число якутян, зараженных коронавирусом. Коварный вирус быстро распространяется по республике. Он передается от человека к человеку.